Глава Коми заболел коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме благодаря ранее сделанной вакцине, о чем Владимир Уйба рассказал в своем обращении прямо из палаты Республиканской инфекционной больницы. Регион входит в новую волну, и она, судя по всему, очень жестокая. Новые штаммы более заразные. Только строгое соблюдение мер профилактики и вакцинация помогут избежать тяжелых осложнений. Подробнее Алексей Карчма. Владимир Уйба прививался дважды, носил маску и соблюдал все меры предосторожности. Тем не менее, и он оказался на больничной койке. Вирус беспощаден, не зависит от сезона. Заболевают люди любого возраста. Но вакцина снижает риск тяжести осложнений. Мы снова пошли на пик. У нас снова очень резкий подъем. Мы снова открываем койки. Я полностью участвую в работе правительства. Все распоряжения и указания идут в согласовании со мной. Буду информировать вас дальше о состоянии дел в республике, о своем состоянии. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга. Не болейте. Тем временем в правительстве Коми заседание оперативного штаба. По поручению Владимира Уйба его проводит первый вице-премьер Игорь Булатов. Прогнозы по распространению COVID-19 плохие. В ближайшее время ожидается ужесточение режима повышенной готовности. Самое печальное, что мы призывали очень долго и много о том, что, уважаемые граждане, у нас есть вакцина. Вакцина самая разнообразная, пожалуйста, как в магазине. 3 вакцины у нас на сегодня на территории. Выбирай, какую хочешь. Но спад заболеваемости сыграл обратную реакцию. Население у нас почему-то решили, что все, с ковидом мы справились. Нет, уважаемые граждане, это не так. Со всеми воздушно-капельными заболеваниями мы обычно будем жить где-то лет 10. Помимо прежних, в Коми сейчас циркулируют британский, южноафриканский и индийский штаммы вируса. Они более контагиозные, то есть более заразные. Привитые люди легче переносят болезнь или не заражаются вовсе. А вот смельчаки и скептики вакцинации рискуют серьезно. У нас смертность в республике не маленькая. За весь период, мы, к сожалению, похоронили 956 человек. Коронавирус до конца не изучен. Осложнения могут возникнуть через несколько месяцев. Это и сахарный диабет, миокардит, поражение сердца, психические расстройства и болезни почек. ковид может приблизить тяжелые последствия хронических заболеваний, вплоть до летального исхода. Сегодня самым эффективным методом, конечно же, является прививка от новой коронавирусной инфекции. Следует также заметить, что за это время, что вот в России первая была изобретена вакцина против коронавируса, что на сегодня существует еще несколько российских вакцин. Никто из специалистов и разработчиков, и практических медиков не утверждает, что прививка абсолютно защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Но тем не менее следует помнить то, что как и любая другая прививка против инфекционного заболевания, прививка против коронавирусной инфекции, конечно же, снижает риск тяжелого течения заболевания. В Ижинской поликлинике в сутки прививают порядка 100 человек. Уже 6 тысяч людей получили 2 компонента. Медики используют спутник ВИ, Эпивак Корона и Ковивак. Последняя для маломобильных граждан. Ее можно хранить при температуре от +2 до +8. Легко транспортировать к пациенту на дом. Основная вакцина, которая сейчас приема, спутник ВИ, она доказала свою эффективность, проведены клинические испытания, она признана за границей. Соответственно, люди сейчас более активно начали прививаться, плюс ко всему сейчас пошел рост заболеваемости. Это тоже дало дополнительный толчок к тому, что люди начали активно посещать поликлинику с целью вакцинации. Супруги Виктор и Татьяна Тёмины пришли на вакцинацию вместе. Они в группе риска и всерьез опасаются за здоровье своих родных. После заполнения анкеты по одному приглашают в прививочный кабинет. Сама процедура занимает не больше минуты. Во-первых, у нас внуки. У меня мама старенькая, 90 лет ей, с лишним даже. Не дай бог заболеют. Хотя контактов лишних у нас нет. Мы никуда не уезжаем, не приезжает к нам никто. Но мы думаем, береженого Бог бережет. По телевизору все смотрю, было 30, сейчас уже 50 там с чем-то. И просто опасаюсь не то, что за себя, а за своих близких и за родных.
А это уже Воркута. По договоренности с работодателем горняки могут привиться у себя на шахте или в поликлинике. В регистратуру стоять не надо. Прямо у кабинета врачи выдают анкеты, после их заполнения на прием. Если нет противопоказаний, приглашают в прививочный кабинет. Напоминание о дате второго укола придет в сообщении от сервиса госуслуг. Очень удобно. Мы пришли к определенному назначенному времени. Нас приняли врачи, мы заполнили анкеты, провели обследование, нас привили. То есть организация, считаю, на очень высоком уровне. Привиться решил в первую очередь ради своего здоровья. Раз. И, во-вторых, ради здоровья своих коллег, с которыми работаю. Сейчас, в принципе, модно быть против либо каких-то решений, либо против, в частности, вот этих прививок. Но я думаю, что люди, которые переболели с температурой под 40 градусов, лежа в реанимации с трубками ИВЛ во рту, вряд ли думали о моде. И если есть возможность предотвратить эти последствия, не допустить их, то я считаю, что нужно защититься, сделать прививку. А вот беспечность дорого стоит. В Сыктывкаре компания «Агрохолдинг» всем составом вышла на удаленку. Одна из сотрудниц пришла на работу с явными признаками ковида. У женщины пропали обоняние и вкус. Теперь все как на иголках. Пожилые родители, дети, друзья оказались в зоне риска. Невзирая на меры предосторожности, эта коварная болезнь никого не щадит. Конечно, люди старшего поколения очень активно отнеслись к вакцинации. Постоянно заботясь о своем здоровье, они продолжают также регулярно делать эту вакцину. Ситуация с коронавирусом в Коми ухудшается вот уже третью неделю. Если подобная тенденция сохранится, власти республики будут вынуждены возобновить ограничения. Не исключена и обязательная вакцинация некоторых категорий граждан. Такое решение ранее приняли в Москве, Московской, Кемеровской и Сахалинской областях. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, опять же, в соответствии с законом об иммунопрофилактике, главный государственный санитарный врач этой территории имеет право вынести постановление, обязывающее проводить вакцинацию определенных контингентов в обязательном порядке. И это, значит, узаконено, то есть это законодательно правильно. Побороть коронавирус возможно путем выработки так называемого коллективного иммунитета. В этом случае инфекция лишится каналов распространения. Вспышек заболевания и эпидемий уже не будет. Выработка такого иммунитета возможна за счет массовой вакцинации. От ковида необходимо привить не менее 60% населения. Опасно без прививок, хотя я тоже сделала 2 прививки. Боюсь, всегда в маске хожу в магазин, в автобус. В советское время мы победили страшные болезни, эпидемии, а здесь тоже показывает жизнь, что без вакцины мы не справимся. Скорого выздоровления всем, кто болеет. И желательно всем не болеть. Минздрав тем временем обращается с просьбой ко всем жителям республики соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, по возможности сократить контакты. При первых признаках простуды не заниматься самолечением, сразу обращаться к врачу. Заболеваемость коронавирусом уже не зависит от того или иного сезона. Летом заражаются так же часто, как осенью или весной. В зоне риска теперь не только пожилые люди, но и дети и подростки. Все больше случаев инфицирования среди трудоспособного населения в возрасте от 18 до 40. Что нужно делать в обязательном порядке? Нам нужно создать коллективный иммунитет. Я об этом постоянно говорил, и сейчас буду говорить об этом чаще и чаще, потому что другого выхода остановить вспышку в республике нет, да и в стране в целом. Мы сегодня не достигаем контрольных цифр по прививкам. Нам нужно привить для того, чтобы достичь коллективного иммунитета 60% взрослого населения от количества проживающих в республике. Это более 380 тысяч человек. Мы на 17 июня привили 111 742 человека. Это очень мало. И, конечно, такими темпами мы точно совершенно коллективный иммунитет до ближайшее время не получим. А это значит, нам придется переходить снова к мерам ограничительного порядка. Этого делать категорически нельзя, потому что я уже это много раз объяснял, вы это знаете, за этим стоит сразу экономическая гильотина. На сегодня в Коми лабораторно подтверждено 44 946 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки плюс 70, 3 умерло.
И, судя по всему, печальная статистика будет расти. Пик заболеваемости прогнозируют в июле. Единственный способ снизить риск инфицирования – это вакцинация. И чем больше людей будет привито, тем быстрее выработается спасительный для всех коллективный иммунитет.